Холодный ветер и слабое солнце. Казалось бы, здесь, высоко в горах, нет никаких условий для выращивания урожая. Однако для республиканских агрономов эта местность одна из благоприятных. Им удалось собрать 800 тонн картофеля. Эту землю не обрабатывали последние 50 лет. Сейчас это идеальное место для выращивания картошки. Аграрии даже привезли из Америки специальный сорт, который подходит для чеченского климата. Результат абсолютно экологически чистый и полезный продукт. Он сразу стал популярным среди потребителей, а в условиях кризиса импортозамещения достижения фермеров пользуются особым спросом. Мы в качестве эксперимента зашли сюда в горы попробовать. Так как климат у нас меняется, стоит большая засуха в равнинной местности. И с картофелем, с выращиванием картофеля происходит проблема у нас. Тут в горной местности погода благоприятна, условия благоприятные для картофеля. Я думаю, мы накормим республику свою, накормим картофелем. Над сбором урожая в течение 2 недель трудились более 80 человек. Несмотря на тяжелую работу и полевые условия, в отрядах царит хорошее настроение. Вечером танцы, утром работа. И полный день так уходит. За этот короткий срок рабочие стали дружной командой. Айшат Нурмагомедова трудилась в поле вместе со своей сестрой Хадижат. Говорит, что в следующем году они приедут собирать урожай уже всей семьей. Приехала первый раз. Иншаллах, на следующем году тоже приеду. И люди тоже очень, конечно, уважительные. И обстоятельства тоже, конечно, очень хорошие. И питание тоже очень даже хорошо кормят. И иншаллах, в следующий год тоже приедем. В этом году картофелем засеяли 40 гектаров. Это в 4 раза больше, чем в прошлом. В планах у сельскохозяйственного кооператива освоить еще больше территорий. Кроме картофеля, агрономы намерены посадить капусту и морковь. Тинатин Музашвили, Мурад Эльбукаев, Зелим Закаев. Новости.